Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы сегодня встречаемся с необычным человеком. Почему необычным? Потому что даже имя нельзя его назвать и лицо его показать. Мы сегодня встречаемся с санитаром, который на своих плечах вытаскивает с поля боя раненых, который находит для них утешительные слова, который успевает их отдать в надежные руки врача. Это человек с позывным «Кот». Ну, при всей серьезности темы, да, давай все равно как-то познакомимся на камеру. Давайте. Ну, Салих Хазрат. Кот. 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 Просто кот. Просто кот. Да, вот такой веселый наш герой сегодняшнего дня. Первый вопрос. Почему такой позывной? Почему такой позывной? Ну, у меня первый в жизни был кот, которого я завел, домой к себе. И чисто смотрит жена на кота, мы похожи. Я думал, как себя назвать, и поэтому назвал себя котом. Мы немножко еще и знакомы, Да. так ведь? Мы все-таки Да. знаем друг друга, и действительно, я вас знал еще до того, как вы приняли решение пойти, значит, да, вот именно на СВО. Вы действительно характером были как кот, потому что участие в благих делах, участие, значит, в помощи тем, кто оказался в тяжелой, трудной ситуации, да, вы, будучи таким, далеко не худым и с виду не слабым человеком, да, вы всегда с добротой и трепетом относились, да, и помогали этим людям. И когда я узнал, что вы приняли решение и уехали туда, я, конечно, был очень удивлен, если честно. Почему удивлен? Потому что с такой душой, с такой, боюсь вас перехвалить, но с таким взглядами на мир, как бы, да, на эту жизнь, все-таки ехать туда и участвовать вот в этих вот, значит, действиях было для меня как бы удивительным. Но когда я узнал, что вы санитар, тогда у меня все сложилось. То есть, да, действительно, вы помогаете теперь там уже тем, которые стонут, ждут помощи и надеются, что кто-то их вытащит. Я понимаю, что вам говорить непросто. Более того, есть свой протокол. Что-то говорить нельзя, что-то говорить можно. Как так получилось, что вы оказались вот там? Как я оказался? Мои друзья, товарищи были мобилизованы. Потом добровольцы ушли. И контрактники, чтобы защищать свою родину, своих близких, друзей, земля, по которой ходим. Так как они начали уже приходить 200-ми, принял решение пойти туда. Как отреагировала ваша супруга, ваши близкие? Отреагировали, но сначала не поверили, что я действительно заключил контракт. И когда узнали, когда уже звонить начали уже о моем контракте, тогда уже начали приняли это всерьез и начали плакать, отговаривать меня. Я как бы сказал, что решение мое принято, я уже подписал контракт. Плакали, оплакивали, уж это ничего не помогло. И решил пойти, значит, я пошел. Это реакция женщины, это реакция жены и матери, которые все-таки тяжело переносят такие испытания в жизни, но вы, раз приняли такое решение, соответственно, вы оказались там. И вот, оказавшись там, какие были ваши первые впечатления? То есть, все-таки этот мир отличается от того, в котором вы находитесь. Да, конечно, отличается. Там совершенно по-другому все. Все по-настоящему. Не так, как в кино. Эти прилеты, вот эта стрельба основная. То, что я здесь на гражданке
слышу только одну тишину, а там настоящие взрывы, настоящие прилеты, настоящий бой, настоящая война. Там совершенно по-другому все. Здесь спокойно, там война. Там совершенно по-другому. Ну, как объяснить по-другому, что мир здесь, война там. И там понимаешь, что это уже не кино. Там нет таких героев, там, например, да, там, чтобы там как Рэмбо какой-то там выносил всю армию там один. А там идет бой равноценный, характерный, дружный. Все равно гражданский не поймет, конечно, пока не почувствует запах пороха, да, и не услышит вот этот рокот, значит, взрывов. Хотелось бы узнать вот ваше непосредственное участие, которое там. Вот вы человек, который вот действительно на передовой непосредственно, и среди разрывов снаряда или мин, да, вы находите этих, да, те, которые раненые, или как? Вот об этом можно немножко? Ну, когда идет бой, наступательный бой идет, мы находимся недалеко от них. Нам передают, ну, по Кирасану уж, можно сказать, по рации, ну, так уж будет проще. Передают, что у нас тяжелый, надо вытаскивать. Врач его стабилизирует сначала, дает знать, когда подойти к нам. Мы подходим, забираем его и на безопасное место эвакуируем. Естественно, ищем пути отходов, соображаем, как это все сделать на месте же. Ну, тут мысли уже приходят уже боевые, такие, как у каждого бойца, который обученный, уже знает свои движения. И уходим сохранить жизнь своему товарищу. Как проходит ваш день? Если спокойно, нормально, то до 4 утра можно спать спокойно. Ну, там где-то в стороне, там где-то вдалеке стреляют. Но если рядом, то уже 2 часа где-то сон, примерно сутки. А так вот постоянно каждый день прилеты, постоянно раненые. Ну, раненые каждый день бывает. Либо тяжелый один, либо 300-х несколько человек. Ну, легкие, которые могут сами передвигаться, которые можно проводить до эвакуационной машины и отправить их в госпиталь, чтобы показали им помощь, чтобы они легли в больницу, ну, там, пролечились и опять в строй. То есть все-таки день проходит неспокойно? Неспокойно. Или скажем так, что спокойных дней мало, наверное? Спокойных дней вообще практически не бывает. С 12 дня, например, до 2 часов спокойствия. Ну, там война войной, обед по расписанию. Да, в это время после этого начинается, или у них там пересменка какая-то идет. Когда как уж бывает, они тоже время постоянно меняют, не дают расслабиться нам, мы не даем расслабиться им. Ну, также и от нас идет им большие приветы, и от них тоже получаем тоже. Все равно всегда было во время войны, при любой войне, что санитаров не трогают. То есть, ну, это же какое-то правило такое, ну, что, например, Красный Крест или Красный Полумесяц, да, то есть медбраты, да, или медсестры, да, скажем так, да, которые действительно вот на поле брани помогают выжить бойцам, они же неприкасаемые должны быть. Как в данной, вот, как в реальности, как? В реальности наоборот. На наши головы у них стоит цена. Они получают за это премию. За врача они отдельно получают свою премию, за санитара тоже. Если они подобьют санитара, то есть санитар не будет оказывать уже помощь. Моя рота, я, которая служу, у меня медрота, медицинская рота. Я санитар эвакуации, приемно-сортировочный взвод. Когда идешь за раненым и понимаешь то, что
можешь ты с ним рядом тоже лечь и не оказаться дома. Не вернуться домой. Не вернуться домой, да. Такой вопрос, немножко, наверное, неудобный. На ваших глазах люди умирают. Бывало такое, то, что вы не смогли спасти или не смогли вывести человека, вынести его из зоны обстрела, например. Бывало такое? Да, действительно, человек терялся, мы выйти не могли. Это было один раз, когда нас обстреливали со всех сторон, обкладывали. И, выйти не могли мы долго. Человек умирал на глазах. Да, было такое. Да, тут уже ничего мы сделать не смогли. Абсолютно. Потому что работал снайпер. В таких случаях, когда человек уже понимает, что он уходит с этого мира, вспоминают ли они о Боге? Есть такое вот, что вот, будь то православный или мусульманин, есть ли вот, может, покаяние, может, какое-то? Говорят же, что там именно вера больше усиливается. Вот. На моих глазах, конечно, было сколько много смертей. В этот момент ты понимаешь, что говоришь ему, что сказать, ля илях ля Аллах, Мухаммад Расулуллах. Говоришь ему, говоришь, повторяй, повторяй, повторяй за мной, и на глазах умирает, белеет, умирает, глаза закатываются. Здесь на гражданке, скажем так, да, это тяжело понять. Мы очень благодарны, что вы согласились на встречу, понимая все требования и протокол, который вы должны соблюдать. Наши передачи о том, чтобы мы ценили эту жизнь, чтобы мы помогали друг другу в трудной жизненной ситуации, чтобы мы были ближе друг к другу. И хотелось бы, чтобы вы что-то сказали от себя вот нашим горожанам. Дорогие нижекамские, хочу вам пожелать мирного неба над головой, чтобы у вас все было хорошо в семье, с детьми, с родителями, чтобы любили своих семей, детей любили, ближайших, друзей. Не ругайтесь, не ссорьтесь, относитесь друг к другу с любовью, с радостью. И самое главное, вспоминайте всегда Бога, берегите свою жизнь, цените такая, какая она есть, которую дал вам Бог. Хочу еще пожелать то, что все, кто здесь живет, жили дружно, любили друг друга, знали друг друга в лицо. Мы воюем за то, чтобы был мир над головой, чистое небо. От всей души желаю вам всем здоровья, счастья, любви. С вами был Кот. Спасибо. Спасибо от души. Спасибо.